Ну и в завершении выпуска современному селу молодые кадры в первом Жемконском наследии Хангаласского района продолжают улучшать жилищные условия для молодых специалистов. Например, недавно завершилось строительство благоустроенного 4-квартирного общежития для молодежи. Все подробности у нашего корреспондента Виолетты Засимовой. В 2014 году первый Жемконский наслег занял первое место в Улусе по строительству сельскохозяйственных объектов. Тогда за год были введены в строй 3 овощехранилища и 1 коровник. Новые сельхозобъекты вводятся до сих пор. В январе планируется запуск цеха пошоковой заморозки овощей. Для работы на новом объекте был привлечен молодой специалист, которому было сразу предоставлено место в новом общежитии. С 2013 года начали строительство общежития, как говорится, народным способом. То есть наш народный депутат Алиш Забитаглы Мамедов предоставил материалы в виде блоков и цемента, и пиломатериалов. И мы просто построили коробку дома чисто в первом году. Потом уже в следующем году тоже продолжили строительство. Предусматривали определенное количество средств с бюджета. И потом уже с 2015 года заработала программа строительства общежитий по линии добрых дел. И мы вошли в эту программу и окончательно в этом году закончили это строительство. Помимо специалиста сельского хозяйства, в общежитии проживают работники сфер образования и здравоохранения. Приехал с женой здесь работать в сельской школе. Я сам работаю учителем технологии, а жена математики и информатики. Где-то примерно месяц уже прошел, как здесь поселились. А до этого где жили? До этого арендовали здесь частный дом, с печкой и так далее. Все нормально, все вода есть, тепло. И что надо? Не секрет, что на данный момент сохраняется отток населения из сельских населенных пунктов, особенно молодежи. Однако на примере первого Жемконского наслега видно, что молодежь можно привлечь на работу в сельскую местность, если предоставить им хорошие условия труда. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК Саха, Хангаласский улус.